Assalamu alaikum. Mashawiga. Салам, Марк, Булдели, Масарна. Маршал, да, Дели, Маршал, Дума, Серга. Салам алейкум, хавай, жюри. Махвой, Балдерик Динета, Дастен, Ашмадуевой, Картан, Дол, Хол, Дичуа, Памят, Духой. Аскамат, твой мосо пьечтол дена, Сукамет, Мета, Амел, Дердой, Эшхатер, Диченаха, Вой, Нохчемата, Жоплуду. Так что мы будем, это сегодня день чеченской, как говорится, языка. Мы говорим на чеченском языке. В основном между собой, если будут вопросы, мы, конечно, по-чеченски будем отвечать и по-русски. Так я понимаю, Аслан, мы говорим с тобой. Поэтому то есть сегодняшняя ситуация, она примечательна тем, что мы видим, что идут баталии, значит, и в Организации Объединенных Наций, и в прессе, и в то же время идет разговор о том, что мы находимся в такой стагнации, можно сказать, потому что ситуация как-то не меняется, хотя украинцы ударили по главному направлению России и достаточно большую территорию отняли, выдворили российских агентуру, можно сказать, и войска, и их линия сейчас не так крепка, как бы казалось там в Москве. Ситуация здесь разыгрывается по большому счету так, что идет в первую очередь информационная война, а затем она должна как бы закрепляться на военных полях сражениях в основном, и солдаты должны двигаться в ту или иную сторону. Это того, что вот бомбят, стреляют, это понятно. Это солдат там нет, допустим, где они стреляют. А если вот солдаты будут продвигаться, захват территории, вот это важно. Об этом и говорит и Путин, и команда их тоже этот вопрос ставит. Кстати, надо сказать о том, что разговор о том, что Путин не хочет сесть за стол переговоров, связан с тем, что Путин и его команда между собой ведут разговоры, что они никак не могут согласиться с тем, что они отдадут нам территорию, в смысле России, украинскую территорию, но не обосновав ее там юридически, не закрепив, не признав, что она территория России. Им, как они говорят, не нужен Карабах, который будет 30 лет висеть, а потом, чтобы мы потом могли ее нам передать, и наших потомков потом могут их забрать. Они хотят вот так, то есть они хотят фактически захватить территорию всей Украины, если им удастся. А если нет, для них нужно, как империя, им нужно двигаться вперед, захватывать территории, потому что без этого, без войны самой власти империи не будет. Если нет войны, имперской власти. Если это демократическая страна,
эта страна, значит, с соблюдением прав человека, то там войны не будет. Там в основном будут экономические споры, экономические отношения, и это будет так. То есть здесь вот такая ситуация. И здесь еще вот примечательно, вот сейчас мне Яслам говорил, Организация Объединенных Наций, там выступая, вот президент Макрон заявил тоже там, что мы признаем Палестину. А президент Трамп там вообще начал говорить о том, что он виноват в том и в том, то, что миграция вот такая сильная, что они поддерживают движение вот этих вот мигрантов, которые не дают жить странам, что надо вот с этим вопросом что-то решать. То есть поднимается такой острый вопрос в Организации Объединенных Наций, в международных организациях. И здесь на Западе тоже идет вот эта вся волна. То есть те вот события, которые были с учением в Белоруссии, вот эти закрытые границы, которые готовились по всей линии соприкосновения, Балтийские страны, Белоруссии, то есть это Польша. Эти страны, значит, после того, как прошли эти их учения российские, которые как-то хотели продемонстрировать свою силу, но они поняли, я так думаю, что в любом случае они хотели посмотреть, как отреагирует на это Запад. Запад отреагировал адекватно. Он, значит, выставил ограду, подготовился, если что, тут же ударить по тем, кто будет нападать. У них нет этой сегодня мощности напасть, скажем, на Запад, но они пробуют, они щупают, и это будет продолжаться и дальше. Это тактика Российской империи, она и продолжается. Ну что дальше сказать о том, что ситуация, конечно, разыгрывается военная ими и на Кавказе, разыгрывается и во всем мире. Одно только и сейчас как бы радует, когда мы слышим, что сегодня в Украину поступают и снаряды, и поступает и вооружение, и Трамп в этом направлении, значит, изменил свою позицию. Хотя мы не знаем, как это будет, потому что много раз было, но то, что оно поступает, это оружие и снаряды, это, конечно же, хорошо. В общем, вокруг этого, я думаю, в основном мы поговорим. Поговорим по чеченской теме, с этой проблемой, которая вот затеяли уже где-то неделю или две идет, когда известная, значит, во всем советском пространстве певица Пугачева Алла заявила о том, что вот, Жагар Дудаев был прав, что он был очень порядочный человек. И, конечно, это так на самом деле было. И он был прав. И был прав не только он, но и все те, которые стояли на принципах свободы личности, свободы слова на территории Советского Союза. Потому что мы знали, что Советский Союз это была страна, которая создала ГУЛАГ, и там убивала сами своих людей. Там они заключили их, держали, по любому поводу сажали, и там они работали, создавали разные, ну, скажем так, значит, сооружения, реки пытались впять пустить, а еще что такое оружие, и все такое, что мы знаем. Людей не считали вообще ни за что. Как комара задавить, так они любого человека могли убить, расстрелять, унизить. Вот против этого как раз-таки выступал Жагар Дудаев, потому что его народ и народы, которые он знал и где служил, он видел, что они в таком состоянии находятся. Вот давайте об этом поговорим, Аслан. Если есть вопросы, то мы будем на эти вопросы отвечать или продолжим, посмотрим вокруг этого. Спасибо, Аят. Задавайте, друзья, вопросы, и я их зачитаю. Аят, я вот хотел информацию озвучить по поводу вот, событий, которые были, и потом уже к вопросам перейти. То, что в 99-м году про взрывы домов, если можно, я это озвучу. Именно вот про хронологию событий. Вечер 22 сентября. Первые... Нет, это не то, это про беспилотники. Сейчас я... Когда в Рязани взрывы готовились, да? Ну, давай. Да. Угу.
События развернулись на фоне серии терактов в России, взрывы домов в Москве, Волгодонске, в Буйнакске, которые привели к началу Второй русско-чеченской войны. Вот ключевые даты. 22 сентября обнаружена взрывчатка. Житель Рязани заметил двух подозрительных мужчин, заносивших мешки в подвал дома 14-16 по улице Новоселов. Местные милиционеры и бомбовые удары УВД Рязани эвакуировали жителей, взорвали мешки на полигоне. Ну, там не мешки, там пытались. Экспертиза показала наличие гексогена 30-60 килограммов. Губернатор Рязани Вячеслав Любимов заявил о предотвращении теракта. 23 сентября федеральные СМИ ОРТ, РТР сообщают о гексогене. УВД Рязани возбуждает уголовное дело по статье 205 УК РФ «Терроризм». Местная ФСБ не информирована о каких-либо учениях. 24 сентября директор ФСБ Николай Патрушев объявляет, это были учения для проверки бдительности. Вещество сахар с добавками для имитации гексогена. Экспертиза якобы подтвердила отсутствие взрывчатки. Губернатор Любимов и мэр Рязани Павел Маматов выражают возмущение. Нас сделали подопытными кроликами. Начальник Рязанского УФСБ Владимир Сергеев заявляет, что ничего не знал. 25 сентября начинаются массированные бомбардировки окрестностей города Джохар, бывший Грозный, и ФСБ засекречивает материалы на 75 лет. Прокуратура прекращает расследование, общественность и СМИ обвиняют ФСБ в провокациях для оправдания войны против Чеченской Республики Ичкерия. Свидетели, милиционеры из Рязанского УВД отмечали, что ни одно подразделение, включая местное ФСБ, не было уведомлено об учениях. Один из милиционеров вспоминал, никто из рязанской милиции не был в курсе. Это был реальный теракт, который сорвался. Подозреваемые по приметам были похожи на сотрудников ФСБ из соседнего подразделения Дашкова-Песочная. Но это, некоторые говорят, на Гиркина были похожи. И вот после этого, ну, эти все теракты, я всех перечислять не буду, вот после этого начались ковровые бомбардировки окрестностей города самого и вообще всей республики, Чеченской Республики Ичкерия. В связи с этим сегодня можно вот сказать такая вот дата, годовщина, 26-я годовщина, и это никогда России не смыть со своих рук, ни за что. Они могут нас всех убить, посадить, там, расстрелять, зажарить и съесть, но при всем при этом фашистская ФСБ, которая взрывала своих же граждан, чтобы обвинить в этом нас, и затем, чтобы нас уничтожить, выбор чеченского народа уничтожить. От этого вам никогда не отмыться, ФСБшники и все вообще силовики, которые потом пошли чеченцев топить в крови, вместо того, чтобы провести расследование и выявить тех, кто убивает. Хотя по Конституции обязан защищать граждан России, они их убивают. Вот такая вот немножко предыстория этому всему. И я хотел бы вот задать вам вопрос по этой теме. Когда вот эти взрывы произошли в 99-м, такая ситуация была очень накрученная, очень такая, вы готовились к обороне, понимали, что будет вторжение и так далее. Как вы вообще это воспринимали? Как вы к этому отнеслись, к этим событиям, когда они взрывали? Это же не первый взрыв был, даже кроме домов. Метро, троллейбусы, переходы, где только ФСБ не взрывала своих россиян. И вы понимали, что это не вы, то есть не Ичкерия. Да, скажите, пожалуйста. Ну, как воспринимали? Это то, что ты сказал, это соответствует реальности. На самом деле там были найдены мешки, и человек, который это увидел, когда начал возвращался себе домой ночью, это раскрыл, потом стало ясно, что это были ФСБшники, и в самом начале всего вот этого расследования стало ясно, что это был гексоген, который мог этот весь дом взорвать. До этого они взрывали и другие дома, в Волгодонске, и других местах, в Москве, как ты говоришь, и в другом месте.
они взрывали эти дома. Это был еще очередной, как сказать, ход расследования, велось, хотя и не велось, и Патраш, и другие все отказывали, и все эти ярлыки, во всем этом обвиняли чеченский народ. Это мы знаем. Как к этому отнеслись чеченцы? Конечно, чеченцы были в недоумении все, потому что мы знали, что чеченцы это не будут делать. Мы не воевали против российского народа, мирных людей. Мы воевали против агрессора, который вторгся на нашу территорию. И это было право нашего народа организовать сопротивление. И это было право, если это были воинские части или сопутствующие, поддерживающие их какие-нибудь территории на территории России. Потому что на самом деле была развязана война. И в то же время они садятся здесь и сейчас вот раскрутили вот эту вот программу или пропаганду о том, что вот такое дело. Один то ли Мария Захарова, то ли Соловьев, то ли другие на этих своих передачах начинают вовсю хаять и пытаться обвинить в преступлении Жохара Дудаева, что это он сделал, это его рук дело, и он там преступник, еще такое. Но это голословные заявления. Хотелось бы сказать им, и ей, и ему. Обоснуйте, если это так. А я вам обосную, тут обосную. Жохар совершенно при этом не имел никакого, можно сказать, отношения, кроме того, что он был патриот своего народа и того, что он был за справедливость. Он, будучи даже начальником гарнизона военного в Эстонии, там за эстонскую, сказать, свободу там выступил, и там их поддерживал. Это же известно всем. Это же был не чеченский народ, и он там не собирался что-то делать. Просто эстонское, скажем, движение было за свободу и независимость, освобождение от Российской Советской империи. Тогда он и тогда там выступал. Но и тогда, когда он был на съезде чеченского народа, который не он организовал, а организовывали другие. Этот съезд был организован действующей власти, фактически был организован действующей власти чеченского народа, тогда Верховным Советом Чечено-Ингушской Республики. И его, те, кто организаторы были, потом поняли, что съезд и собравшиеся члены, скажем, общенационального съезда, который собрал до 1000 человек их было, которые приехали со всех концов мира, и от каждой 1001 выборщик. Все они проголосовали на этом съезде за воссоздание чеченского государства, которое было у них, значит, незаконно отнято в 17-18 годах. Вначале большевики, а потом эти, это, наоборот, белогвардейцы, потом большевики, потом они это все разбили по частям, втянули новый Советский Союз. Поэтому, исходя из этого, вы сами же, господа Захарова, госпожа и господин Соловьев, вы же знаете, что эти решения вашей власти, Верховного Совета, скажем, РСФСР и других действующих тогда властей, они приняли, значит, решение о денонсации, то есть о незаконном, то есть, можно сказать, о незаконном создании этого Советского Союза. Так? С этой точки зрения, когда Советский Союз развалился, а развалили его не чеченский народ и не Жохар Дудаев. Жохар Дудаев был на этом съезде одним из участников делегатов съезда нашего, который состоялся в ноябре 90, с 23 по 25 ноября 90 года. И на этом была принята декларация, это был референдум чеченского народа. И после того, как это все случилось, Жохар Дудаев уехал на свою службу, а Верховный, то есть это общенациональный съезд чеченского народа образовал исполком чеченского народа, который должен был следить за тем, чтобы была реализована декларация общенационального съезда чеченского народа и декларация, которую приняла сама действующая власть Верховного Совета Чечено-Ингушской Республики. То есть эти две декларации фактически заявили о том, что чеченский народ создает свое государство.
И вы поднимите, эти документы есть, и вы, Соловьев, и вы, Захаров. Посмотрите там. Там об этом было заявлено. Жихар Дудаев был Захар Дудаев был приглашен общенациональным съездом или исполком приглашен руководить этим исполком. Он прибыл, потому что его пригласил представитель наш народ и возглавил этот исполком, чтобы действовать строго в рамках действующего современного международного права и рамках Конституции СССР тогда. Вы сами развалили Советский Союз, вы сами сотворили все это, вы сами все эти крышки вешаете на нас. А почему развалили? Чего вы собирались? Да потому что не было свободы личности, не было ни одному народу, ни русскому, ни чеченскому, ни другим народу, чтобы он мог считаться. Его могли убить, запрятать, загнать в ГУЛАГ. Мы же знаем это все. И дело в том, что когда в 90-м году, к 90-му году, когда в власть пришел Горбачев был, можно сказать, и прогрессивный человек в этом смысле. Он понял, что если не будет свободы личности и не будет условий для нормального, значит, конкурентного производства, то, имея даже такие запасы, самые высокие, самые большие запасы мира, природные ресурсы, невозможно было, чтобы эта страна жила, значит, свободно, и люди были свободны. Вам нужно было, чтобы эти люди были под вашей пятой. Вам нужно было их загнать, забить и закрыть, чтобы они не могли ничего сказать. Вам нужны были рабы. Вот поэтому-то Жихар Дудаев выступил, сказал, что мы за то, чтобы мы жили в свободной стране, и наша конституция, которая была принята господин Соловьев и Захарова, в ней написано, что мы независимое, суверенное, демократическое правовое государство. И на этой основе мы и действовали. И мы никуда не входили, не подписывали новый союз, договор, который вы подписали 31 марта 1992 года. Наша республика создала все эти условия еще до создания Российской Федерации России. И уже 12 марта 1992 года приняла свою конституцию, о которой я говорю. И на основе этих конституций мы действовали и вели переговоры с Россией и с другими странами для того, чтобы решать вопросы нашим мирным способом в рамках международного права, в рамках закона. И причем тут был Закаев, то есть, вернее, не Закаев, а Жихар Дудаев. Причем он был тут. Совсем никаких не было здесь причин для того, чтобы обвинять его в том. Вы гляньте на себя сами и потом говорите. Время оно меняется, и понятно одно, что если нет свободы, скажем, слова, нет свободы избрания власти, то в этой стране будет диктатура. Об этом и речь идет. Почему в вашей стране сегодня диктатура? Почему вы сегодня не можете сказать ни слова, ни по телефону, ни, значит, по, скажем, по любым средствам массовой информации? Вы тут же их сажаете ни за что, и они сидят в тюрьмах, и бедняги, и не знают, что делать. Их потом хватаете и посылаете в армию служить, чтобы они воевали против Украины, которой вы незаконно напали, как и на нашу страну. Ваша страна незаконно вписала нашу страну в декабре 1992 года, 3-го года, которого приняли Конституцию незаконно путем опроса населения. Незаконно. Это незаконно было. И туда еще вписали нашу страну и написали, что мы являемся частью России. Да на себя оглянитесь, что вы такие, и такие разговоры ведете. Я понимаю, что вы не можете ничего сказать, но я это говорю не для вас, а для тех, кто будет слушать нас. Вот что я могу ответить этим людям, которые вот эту всю разворачивают. Смотрите, как вы взрывали эти дома. Все эти дома, которые вы взрывали, все, что там было, это была работа ваших спецслужб, вашей власти. Нечего переводить стрелки на наш народ, нечего переводить стрелки на чеченцев, которые в этом не участвуют. Чеченская мораль не позволяет убивать мирных людей. Мораль не позволяет. Когда вы нам присылали своих воинов еще в 91-м, 92-м,
94-х годах, и мы их брали в плен, и потом вашим женщинам, матерям отдавали всех этих солдат, и они увозили их назад, мы им говорили, не возвращайтесь. Такой морали у вас нет и не было никогда. Поэтому не надо эти вещи говорить. Ну, я на этом закончу, Аслан. Пожалуйста, дальше. Ага, спасибо, Аят, спасибо. Вот тут Чарли задает вопросы по поводу упоминания. Сейчас я найду этот вопрос. Аят, истерика вокруг Дудаева из-за Пугачевой. Москва боится реальной оппозиции вокруг таких людей, как Пугачева, и что мнение россиян изменится относительно Ичкерии? Вопросительный знак. Я что-то не понял вопроса или не расслышал до конца. Истерика вокруг Дудаева из-за Пугачевой. Москва боится реальной оппозиции вокруг таких людей, как Пугачева, и что мнение россиян изменится относительно Ичкерии. Ну, я думаю, что Алла Пугачева, известный человек, она, видимо, значит, поняла, что нужно сейчас открыто бороться. Она поняла, и, видимо, она всегда это понимала, но не могла, может быть, вступить. Она же не политик. Теперь она решила, если не занимаешься политикой, она поняла, то политика занимается тобой. Вот она ей занялась, эта политика, она оказала себе, просто говоря, значит, за пределом этой империи. Она поняла что-то, она увидела, видимо, и она стала говорить правдивые и правильные вещи. Может быть, она не все говорит правильно, может быть, где-то ошибается, но в принципе то, что она говорит, это верно, и мы ее поддержим. Ее поддержат все те люди, которые имеют моральную, значит, составляющую, моральную составляющую. Какой бы нации они ни были. Мы ее поддержим и благодарим за то, что она вот так вот подняла. И говорит о том, что есть. Так была и Новодворская была, вы знаете, такая же позиция была. Она открыто, прямо говорила. И мы уверены, что ее просто убили. Вот. Ну, мы не можем доказать, но похоже на то. Потому что все, кто выступает против власти, мы находим всегда убитыми и что. Но это не значит, конечно, что все они таковы, вот как Алла Дудаева, то есть как Алла... Ну, как эта певица, значит, как она, никто, значит, не выступил, не сказал прямо. Да. Никто правда. Не сказал, что вот такое вот из этих, скажем, западных либеральных деятелей. А Пугачева сказала прямо. Вот он был такой. А посмотрите, ряд вот этих всех деятелей, которые вы здесь видите на Западе, что они говорят про нас? У них вопрос один в том только, что если они во всем правы, они за Украину, они за то, что Путин убрать, все, но они за то, чтобы мочить в сортире. То есть она подразумевается убить чеченцев. Они за то, что Чечения, которые незаконно они захватили, что она является частью России. Вот Пугачева как раз вот этих принципов придерживается, и этих принципов придерживаться надо этим деятелям всем. И всем вот этим нашим, так скажем, не нашим деятелям, которые здесь на Западе действуют, под тем или иным причинам, имея в виду, что Чечения является частью России. А Пугачев это не говорит. Вот в чем сила и значение. Мы считали и считаем, что те, кто считает, что Чеченская республика Ичкерия есть часть России, это люди, которые сторонники империи, однозначно. И вот вопрос вот здесь, водораздел здесь. Если они считают, что Чеченская республика Ичкерия есть часть России, которая создала по всем международным правам, по законам, которые есть свое государство, если они ее считают частью России, эти люди, кто бы они ни были, и сегодня они могут красиво голосить, вот как, допустим, как и Киселев, как и другие не буду называть фамилии, которые в телевидении везде сидели и говорили. Вот здесь все началось, отсюда все началось, отсюда пошло все это. Вот здесь надо смотреть. Вот за это мы благодарны
благодарны Алле Пугачевой. Спасибо, Аят. Аят, вот тот же Чарли задает еще один вопрос. Возможно ли такое, что за высказываниями Аллы Борисовны стоит Израиль относительно высказывания про Дудаева? А нам все равно, кто за ним стоит, лишь бы она правду говорила и свободно высказывала справедливые вещи. Может быть, Америка стоит, может, Трамп стоит, может, Всевышний стоит, но за ней стоит свобода личности, свобода высказывания и, значит, свобода слова. Вот что она защищает. И справедливо она говорит. Она не говорит какие-то конкретные вещи, там, потому что мы говорим в политическом плане. Она говорит о том, что в принципе важно. Вот о чем она говорит. Да. Кто там, Израиль стоит или Китай или другое, это не важно сейчас, в этом случае, мне кажется. Да, спасибо, Аят. Полностью с вами согласен. Алла Борисовна, большое вам спасибо. Да. Так, дальше. Друзья, задавайте вопросы. Тема интересная. Нас много собралось. 400, больше 400. Только 20 у нас в ТикТок пока. Но давайте, друзья, задавайте вопросы. Так. Угу. Мишлях задает вопрос. Азербайджан может помочь Ичкерии? Но Ичкерии может помочь любая страна, любой человек. Азербайджан мог бы признать наше государство, и хотя мы были много раз к ним обращались, они не могли, им было тогда, и многие страны, вот европейские страны, которые мы балтийские обращались. Украина, которая ведет войну, она признала, что наша территория незаконно оккупирована, Чеченская республика Ичкерия. Когда она называла, что Чеченская республика незаконно оккупирована, это есть как раз посыл того, что это признание, что она незаконно оккупирована и совершен геноцид против нашего народа. То есть здесь заложена основа того, что она должна быть освобождена и восстановлена. Если в этом направлении будут действовать, скажем, Илхам Алиев и другие Кавказские республики, это было бы справедливо. Это было бы ударом по той человеконенавистнической политике, которую сегодня ведет, скажем, Кремль. Вот о чем. Было бы хорошо, чтобы нас признали и другие страны постсоветсоюза. Это для нас очень важно. Было бы, чтобы эти люди разбирались в той политике, которую сегодня ведут прокремлевские агенты, которые находятся по всей там и Европе, и в Украине, везде, где они утверждают, что они власть. Самозванцы здесь объявились, и они носятся здесь. Мы знаем, это Вазакаевская компания и другие разные деятели, которые из себя изображают деятелям чеченского народа, не имея на то права. Вот что важно. Это было бы, конечно, хорошо и со стороны Азербайджана, если бы они это сделали. Этот вопрос мы им ставим. Сейчас вот я вот от имени нашего президиума, от имени нашей власти это говорю. Благодарю. Зубаев спрашивает, а когда закончится война в Украине? Вот это только одному Всевышнему известно, когда она закончится. Но я бы хотел, чтобы она закончилась чем быстрее, тем лучше. И чтобы справедливо вся вот эта российская армада или эти убийцы были выброшены за пределы именно территории Украины. А видите, они о чем думают? Они думают о том, что те даже территории, которые они захватили, я имею в виду и Крым, и восточные территории, и более того, то, что они за последнее время взяли, там, захватили где-то 1%, они на этом не успокаиваются, да? И они хотят, чтобы эти территории, можно с ними, значит, вести переговоры, они обращаются, видимо, к международному сообществу, Западу и Трампу, что вот, мол, мы не согласны с тем, чтобы вот эти территории к нам перешли временно якобы, временно. Мы хотим, чтобы она постоянно.
Вот под этим признаком, под этим условием, мол, они согласны. Вот такой вот идет расклад этой ситуации, почему они против того, чтобы остановить эту войну и сесть за стол переговоров, скажем, с Киевом. Вот в этом причина вся. Оказывается, это настолько обнаглеть, понимаете? С другой стороны, мы понимаем, в чем речь. Она угрожает, Россия угрожает, властью угрожает атомной дубинкой. Вот этим она грозится, этим, значит, она и намеки делает. Мы, мол, такие-сякие. Вопрос, конечно, сейчас решение вопроса это лежит в народе, который есть там, в России. Как народ к этому относится? Но народ сегодня настолько забит, что ничего они не могут сказать. Мы же видим это. Практически ничего не могут сказать. Там нет никакого движения, или если есть, это все движение выброшено в основном за рубеж, многие так, а те, которые выброшены сюда, некоторые, которые мы видим, создают разные свои парламенты, или еще что-нибудь, или думские, здесь они тоже те же самые имперцы. То есть они в зарубежье борются за власть в этой империи, придем туда, мы там, мол, это все такое. Какие-то обещания делать, Яшины и другие, Карамурза и все такое. Это люди, которые не понимают, чего они здесь вышли, почему их выпустили. Нет, они понимают, по-другому скажу, для какой цели они выпущены, потому что они эту работу ведут, но они эту работу теперь ведут таким образом, чтобы примкнуть вот этой западно-либеральной части вот сопротивления, которая против якобы путинской власти. То есть как бы они пытаются разыграть вот эту, скажем, спорный момент, кто там станет во главе России. Во главе России стать могут только те, которые действительно, значит, имеют возможность взять в свои руки власть. Как они его возьмут, вот этот вопрос. В этом направлении там должно быть свое движение, там они сами должны решать. Но, как видим, сегодня пока еще мы это не видим, ничего. В самой России не видим ничего. Кроме тех, что вот за рубежом есть люди, которые говорят то-то, то-то, и то, как разнобой у них идет. Конкретно вопрос о признании Чеченской Республики там у них не стоит. Если они говорят, вопрос, они когда начинают, говорят, вот, все началось с того, что вот они напали на Грузию. Да, это так. Но, дорогие мои, когда вы говорите, что напали на Грузию, то когда вы не говорите о том, что началось все с того, что напали на Чеченскую Республику, которую мы потом вынуждены были переименовать Чеченская Республика Ичкерия в 1994 году, 16 января, потому что вы незаконно действовали, и вы потом говорите, что вот это, мол, то есть Чеченскую Республику вы сдаете, то есть вы наполовину, как бы, говорят, справедливы, а до конца не можете сказать слово. Кто же вы? Мы тогда сразу понимаем, с кем мы имеем дело, когда такие разговоры ведут. Даже вот украинские блогеры сидят тоже некоторые, и тоже этот разговор ведут. Когда мы говорим о том, что вот есть вот такая-то позиция, и есть вот такие-то люди, которые являются продолжателем нашей власти, и на основе решения тех, они пытаются этот вопрос закрыть. Это неправильно. То есть оно должно быть как есть, или мы, значит, половинчатыми мерами здесь вопрос не решишь. Вот о чем мы должны думать, в принципе. Слан. Спасибо, Аят. Мишлях задает вопрос. Мишлях, вопрос такой. Кучма должен сидеть в тюрьме, вы согласны? Это должен суд решать, украинский. Мы не можем сейчас говорить, я же не могу сказать. Конечно, к нему, наверное, есть претензии, там все это говорят и все такое. Кушему уже, видимо, под 90, а то и больше лет. Ну, сами, вот, когда вот власть решит это, суд решит, надо расследовать, смотреть. Я не думаю, что он, Кучма, что он сторонник Российской империи. Это я в этом как-то убежден. Может быть, я ошибаюсь, но я так не думаю, что он сторонник.
потому что он был за то, чтобы Украина была создана. Вот за это, я так понимаю это. Ну, мы можем быть, информацию нам достаточно нет, но это пусть суд решает, я так считаю. Да. Так, дальше. Всё. Ну вот здесь россияне, очень интересуются развитием чеченского народа, очень беспокоятся. Вот скажите хоть 3 шага о развитии и дальнейшего пути республики и народа не образно, как Ельцин, а развернуто. Ну, что значит развитие? Что они имеют в виду? Ну, они У хотят нас вот, есть, у нас есть Конституция, у нас есть решение нашего народа, мы придерживаемся линии в рамках здесь современного международного права. Мы, значит, оккупированная страна, и мы хотим восстановить на этой территории нашу власть, так, и хотим мирно жить с соседними народами. Чеченская республика, Чечения всегда была житницей Кавказа, потому что у нас производили разного рода сельскохозяйственного порядка товары, продукты. Но в современных условиях, когда была Вторая мировая война, наша страна, наша республика, значит, выдавала на гора до 25-7 миллионов тонн нефти в год. Представьте себе, сколько это. Но Грозный никто не захватывал. То есть фашисты, немцы не смогли туда пойти. На территории нашей республики не было никого из-за агрессоров тогда, Второй мировой войны. А чеченцев обвинили в том, что они предатели, что они враги народа, и всех выслали, почти 1 миллион человек. Так что здесь на развитие наше должно быть и будет в рамках вот этих вот принципов. Свободного развития, свободы слова. Это вообще в принципе присуще нашему народу, потому что мы так и жили и в прежние века. Наш народ живет на этом территории и вообще на Кавказе более 4000 лет. Это доказано, что мы там аборигены в этом плане. А все, которые там сейчас пытаются прийти и отнять нашу родину, изгнать нас оттуда, это уже неправильно. Мы за это и говорим, боремся. Мы не против тех, кто пришел к нам. Но давайте мирно жить и развиваться, и созидать. А если вы имеете в виду наша позиция в том, что наши дети должны учиться в современных школах, они должны развиваться, экономика должна развиваться, культура наша развиваться, мы имеем свои корни, свой язык имеем. Поэтому вот это все имеется в виду и дружественные отношения с соседними государствами, народами. Вот наша позиция. А все остальное, все детали рассказывать здесь, это уже другая часть вопроса. Вот так, Аслан. Спасибо, Аят. Вот Тетяна спрашивает. Чернобыль КГБ СССР взорвали в 1986 году. Кто под люком в Кремле помешает уничтожить Курскую или Запорожскую атомные станции? Ну, как сказать, кто им помешает? Вопрос внимания сегодня к тому, что происходит в мире, очень внимание такое высокое, да? И поэтому это не пройдет у них тайно. Вот в чем дело сейчас. Это может быть рассматриваться как взрыв атомной бомбы, если уж на то пошло. Понимаете? Я так думаю. Никто, конечно, им мешать не будет. В том-то и вопрос сейчас, что они вот именно этими моментами кичатся, и эти моменты они, значит, выставляют. Говорят, мы не говорим об атомной бомбе, они сейчас говорят. А все эти 2 года почти они только об этом и говорили. Постоянно вот эти намеки, эти намеки. Теперь они здесь сели и говорят, что 27 года мы вот ограничения, значит,
по поводу, значит, расширения атомного, значит, вооружения, все такое против будем, если, мол, там Америка и другие страны тоже с этим согласятся. Ну, то есть они намекают, что, мол, давайте с нами, мол, Путин говорит, вместе решим этот вопрос, экономический вопрос это первый, а политические вопросы, мол, отложим на второй план. То есть намек такой, что мы готовы мирно, но отдайте нам Украину. Вот в чем суть их вопроса. Они сами тоже не хотят умирать, и если они что-то кинут, допустим, к примеру, на Украину или на другую страну, которая распространится, то они должны отвечать за это. Они понимают сами. Вот такая, они хотят выйти сухими из воды сейчас. И когда они хотят выйти из воды сухими, захватив территорию Украины, захватив территорию, скажем, той же Грузии, Чеченской республики, Ичкерия, это несправедливо. Этот вопрос должен быть поставлен, и вопрос должен решаться не только скажем, то, что они в Украине это делали. И когда будет международный трибунал, вопрос должен рассматриваться и по Чеченской республике, и по Грузии, и по той же, скажем, Белоруссии, ну, естественно, по Украине тоже. Вот так вот, насколько я понимаю. Мишля задает вопрос. Украина должна возобновить ядерное оружие, как вы считаете? Заранее спасибо за ответ. Ну, в принципе, возобновить она должна или нет, это, конечно, дело Украины. Но в то же время сейчас, почему они хотели войти, мы же знаем, в НАТО, потому что они хотели под ядерный зонтик как бы спрятаться, ну, скажем так, в грубой форме. А им это не дают, вот всячески не дает это, противиться этому России под разными предлогами. Создать новое вот это вооружение, это снова гонка вооружений в этом смысле будет. И поэтому, может быть, это сейчас не надо и делать. Но, в принципе, они имели это право, потому что тот договор, который они подписали, скажем, Будапештский договор, там они его не соблюли, с одной стороны, а с другой стороны, те, кто подписали этот договор, они до конца как бы этот вопрос не проработали и не записали там, так говорят. Правда, я должен сказать, что я не изучал до конца этот договор, но я отношу это к словам, которые вот украинский политик говорит. Вот так. Спасибо. Так, комментариев больше не вижу, друзья. Пишите вопросы, комментарии. И я зачитаю. Тот, кто непосредственно хочет принять участие в нашей беседе, вы можете зайти на телеграм-канал Президиума правительства ЧРИ и поднять руку, и вам предоставят слово. Аят, сегодня произошла, пока нет вопросов, воспользуюсь случаем и моментом и задам вопрос. Сегодня произошла самая масштабная атака беспилотников на Москву. Как раз это к взрывам, к рязанским учениям так приурочили, видимо, украинцы. С 22 на 23 сентября 2025 года Москва подверглась одной из самых масштабных атак украинских беспилотных летательных аппаратов за время конфликта. Удары наносились по всей Москве, Внуково, вокруг Москвы, Новой Москвы, Солнцево, Зюзино, Красногорск, Коньково, Кузьминки, Чертаново, Павелецкое и Царицыно. Ну, все по окраинам, центра мы не видим, но слышали взрывы, видели вспышки в небе. Там очень много находится разных там у них НИИ, разных там ФСБшных там тренировочных баз, там еще каких-то там и так далее. Очень много находится. Ну, например, на проспекте Вернадского тоже есть там большой вот ФСБшный отдел. По ним пока не били, но удары вот такие наносятся. Это к чему, Аят? Это причем кроме этого, этой же ночью были удары нанесены по Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Московской, Ростовской, Рязанской, Тульской, Крыму и акватории Черного моря. Перехватили, русские, сколько-то там перехватили,
все равно соврут, поэтому цифру называть не буду. Но столько много видео появляется, местные жители снимают, закидывают и так далее. Эскалация, как мы видим, только увеличивается, несмотря на какую-то умиротворительную риторику Трампа и так далее. Украинцы отступать не собираются. Как вы считаете, какие будут последствия? Ответит ли Россия и что далее? Мы видим это все, и это говорит о том, что Украина крепчает в этом смысле научно-техническом, военном отношении. Те, значит, военные вооружения, которые они создают, становятся одними из самых передовых, даже в Европе. Значит, они делают это в комплексе совместно с другими государствами, потому что другие страны видят, что Украина уже имеет вот такой опыт, и за это время вот так вот научились они создавать такие и дроны, и другие вооружения, и эти, даже о ракетах идет речь, мы знаем, так? И, естественно, в этом смысле будут развиваться. Но важно, чтобы было вот это вот продвижение, которое идет по земле, где солдат вот двигается. Вот это важно в этом направлении. Тоже должно быть как-то вот вопрос должен решаться. И должно решаться с правовой и политической точки зрения в отношении защиты, скажем, Украины. И защиты, скажем, европейских стран, на которые вот Россия вот так вот пытается пробными вариантами, ну, и в Румынии, и в Польше, и в Балтийские государства забрасывают это все. И в то же время мы видим, что Украина, она сегодня находится под таким вот пристальным вниманием остального мира, и это внимание как-то, значит, в какой-то степени перекочевывается в сторону, скажем, Ближнего Востока, и хотят чем-то отвлечь это, сделать второстепенным вопросом. Ну, я имею в виду вопрос по Хамасу, по противостоянию Ирана, Израиля. Здесь, в общем, такая обширная вот такая ситуация, рассматривать мы ее должны и видеть, в целом это все рассматривать. На этом уровне Украина ведет себя достаточно стабильно, достаточно, насколько я понимаю, вот молодые люди, ученые, которые, Украина всегда была кладезем науки, техники. Многие самые выдающиеся ученые выходили из Украины, это известно, общеизвестно. Поэтому здесь так Украину, вот так захватив ее и сделав ее основой своего государства снова, таким образом пытается Путин снова. Там же даже эти военные, эти солдаты, которые сегодня борются против Украины, они хотят их потом направить, конечно, против Европы. Европа это понимает, и в то же время, как мы видим, они как вот готовятся. Европа тоже готовится. Но есть, конечно, работа, которая должна была давно быть, значит, сделана. И здесь что сделаешь? Учатся люди, смотрят люди. Опыт есть и прошлых лет, и прошлых, скажем, столетий, Первой и Второй мировой войны, и все это есть. Сегодня, если вот так вот ситуация складывается, хорошо было бы, чтобы все это было решено в защиту, скажем, тех интересов, которые есть в каждой стране, демократических странах, я имею в виду. Вот эти вопросы, которые поднимаются, скажем, Трамп о вот этих вот беженцев, которые прибывают к ним не по, скажем, не по разрешению, а переходят границу, потом вот и всех потом выселяет и все такое. Это, естественно, процесс, который идет во все века, потому что мы же знаем, что, как и что. Сейчас вопрос только в том, что те, допустим, отсталые страны, которые не развиты, их люди бегут в развитые страны для того, чтобы там иметь защиту экономическую, для того, чтобы там учиться и все такое. И на фоне этого, если какие-то вот государства засылают свою агентуру туда, этого больше всего боятся, конечно,
эти страны, Америка, Европа. Но в то же время этот вопрос как-то надо решать, и над ним они работают. Но в то же время, чтобы не было, было бы хорошо, чтобы не было нарушений, скажем, прав личности или людей, чтобы люди, которые пребывали, были действительно теми людьми, которые прибыли не для того, чтобы оказать содействие каким-то экстремистским или военным целям какого-то другого государства. Здесь об этом идет речь в целом, так? И эти вопросы как-то сейчас выставляются на передний план, мне кажется, так? Для того, чтобы сказать, что вопросы остальные второстепенные. Ну, скажем, в Украине или, скажем, на Ближнем Востоке или на Кавказе. Вот эти вопросы поднимать. Надо решать вопрос Украины. Это главный вопрос, который сегодня стоит. И мы знаем, и вот на Шанхайской конференции, и без нее до этого вот это Китай и Северная Корея, и все эти, мы теперь знаем, что они поддерживали Россию, мы знаем, что она, значит, завязана на этом, мы знаем, что они пытаются таким образом утвердиться в мире, чтобы диктаторские режимы были, как бы, значит, теми режимами, которые нужны людям и народам. То есть они хотят сидеть во власти все время, вот, или какие-то группы людей, или какие-то партии, или какие-то семьи сидеть во власти, а вот эта вот демократия, о которой мы говорим, что нужно вот это сделать, это нужно вот так вот развернуть, это им не нужно. Поэтому борьба идет в этом направлении, поэтому они понимают, чем занимается Россия, поддерживают Россию поэтому. Я думаю, вопрос должен так рассматриваться. А некоторые, вот скажем, к примеру, американские и другие там политические деятели по-своему понимают все это, и поэтому ситуация пока, как говорится, еще находится в стадии разрешения. Вот что мне кажется по этому поводу. Мгм. Спасибо, спасибо, Аят. Так, друзья, задавайте вопросы, задавайте, пишите комментарии, вопросы, я зачитаю. Так, Так мы уже более часа говорим с тобой. Если нет да, нет, вопросов, тогда, значит, когда у меня сейчас говорю. появится вопрос, тогда будет много, у нас работы будет много. Много о чем говорить можно, ситуация как складывается. Что будет? Для нас сейчас важно, скажем, для чеченского народа, для Украины и для тех территорий, которые захвачены в Грузии, и вот этот вопрос с Азербайджаном, Арменией, это один из важных вопросов, который сейчас поднимают для того, чтобы как бы затмить вопрос Украины. Там никакое отношение не должно иметь Россия, не должна иметь. Они должны дать свободно развиваться этим странам. И Армения, и Грузия, я так думаю, поняли, что под пятой у России находиться, это всегда находиться в рабском положении. Так? Они это прекрасно понимают, там умные люди живут в этих странах. И грузины, армяне, азербайджанцы, это люди очень развитого, так сказать, уклада состояния людей. Это они понимают. И теперь мы видим, что делают вот люди, которые сидят в Кремле. Что это за люди, чем они занимаются. У них одна только печаль в голове. Как бы остаться в той должности во власти, и чтобы империя сохранилась. А народ, что там есть, это народ, они говорят, что это быдло. Бабы нарожают и все такое. Мы знаем, какие у них отношения к людям. Вот такое дело. Слава. Мгм. Спасибо, Аят. Так. Аят, вот по поводу ситуации, которая у нас дома складывается. А, Запад, ну, как бы делает все возможное, чтобы демонстративно не замечать. Вот я уже 6 лет, уже более 7 лет веду вот этот свой блог. Вы всю свою сознательную жизнь, всю свою жизнь занимаетесь вот, защитой демократии, конституции, выбора чеченского народа и так далее. Почему Запад придерживается мнения мочить всех в сортире,
При этом ни в коем случае, как бы и Путин у них плохой, и с Путиным они не хотят, но его позиция мочить чеченцев в сортире, с этим все они соглашаются. И нас признают только если мы россияне. Если мы не россияне, если мы отказываемся быть россиянами, на законных основаниях, то в таком случае мы сепаратисты, террористы, там, исламисты, каратисты и все остальные. Почему это так? В чем причина? Разве им не нужна демократия, им не нужны демократические люди, независимые, им агенты ФСБ нужны? Или я не понимаю, почему так себя они ведут? Здесь вопрос такой глубинный, потому что когда развалился Советский Союз, тогда они заняли позицию четкую такую, скажем, не до конца верную. Запад занял. Дело в том, что когда развалился Советский Союз, с точки зрения международного права, вот я прав, я это говорил здесь, так, в самом начале. В Советском Союзе было 35 союзных республик. Да. Они все исходят из того, что якобы в Советском Союзе было только 15 союзных республик, и, мол, 3 республики Советский Союз признал Балтийск независимыми государствами, и осталось только 12 союзных республик при развале Советского Союза. Так, они из этого принципа исходят. А на самом-то деле, скажем так, в Советском Союзе были государства союзные или автономные. У этих государств были свои власти, свои конституции, свои правительства, свои органы мест управления. То есть это были настоящие государства в составе Советского Союза. И с точки зрения международного права это не играет никакой роли. Это просто были государства, которые не являлись просто членами Организации Объединенных Наций и как бы считались в составе Советского Союза. То есть при развале Советского Союза, если бы даже в 90-м году Советский Союз не преобразовал все свои 20 автономных республик в союзные республики, а это было так, чтобы все знали, потому что Советский Союз, Россия сегодня это скрывает. То есть в 90-м году, в апреле месяце, было принято 3 закона СССР, и этот закон принимал Верховный Совет СССР и Горбачев, и вот там сидят и Горбачев, и кто там тогда был во главе этого парламента СССР. Они это приняли, и все автономные республики тогда были преобразованы в союзные республики. То есть на территории Советского Союза тогда стало 35 союзных республик. 35. И 3 республики из них были признаны независимыми государствами самим Советским Союзом. И осталось 32 республики. А вот Россия после того, как она вот эту всю бучу устроила и начала вот, взяла под контроль развал этого Советского Союза, незаконно. Незаконно. Они с точки зрения, если советской, скажем, конституции, то все эти республики, 32, должны были решать свою судьбу следующим образом. Они имели право выйти из Советского Союза, а так как Советский Союз развалился, то на основании этого, и то, ну, что они сами приняли решение, что этот, скажем, вопрос о создании Советского Союза был, значит, отменен, так, принят был акт о денонсации, так, то эти все республики, будь то они автономные или союзные, для международного права не имели никакого значения. А вот они взяли, поддались, Запад взял и поддался этой пропаганде российской, что эти все, мол, автономные республики, если даже они стали союзными, они остаются в составе этих республик, мол, союза, бывших 15. А эти 15 республик, скажем так, в 22 году прошлого века, когда создавали СССР, их было всего 4 республики союзные. Это вот эти закавказцы, как скажем, Грузия, Армения, Азербайджан, РСФСР, Украина и Белоруссия. Но тогда
Закавказская считалась одной республикой союзной. То есть 4 республики создали, и потом по ходу, как говорится, развития истории Советский Союз добавлял в состав, скажем, в состав СССР союзной республики. Они добавили затем, скажем, и среднеазиатские республики, так? Они добавляли, значит, и сейчас говорю вот эту, значит, Туркмению, Киргизию, вот эти вот все республики, тоже они задали, Казахстан. И в конечном итоге их стало 15 союзных республик. Точно таким образом эти все республики, если рассуждать с точки зрения Конституции СССР, точно таким образом были эти республики преобразованы в союзные республики. То есть автономные республики стали иметь статус союзной республики за 2 года почти развала Советского Союза. И вот когда этот процесс развала взял в свои руки Верховный Совет, скажем, Ельцин и его окружение, я сейчас говорю именно про РСФСР, то они заблокировали право вот этих вот народов, чтобы они определили свой путь развития, потому что Советский Союз исчез, они имели право провести референдум и определиться, что они будут делать. Независимое государство в составе другого государства или в конфедерации с другим государством. Они им не дали это сделать, это команда Ельцина, я скажу, потому что мы об этой территории ведем речь. Таким образом, с этим незаконными действиями, с точки зрения международного права, Запад незаконно согласился. Вот в чем причина. Понимаешь? Они не должны были. Это было право этих народов. Почему они не согласились? Здесь вот принцип, я только что сказал, эти все автономные республики, которые, они как и союзные, имели свою всю государственную структуру. Но они должны были изменить это в связи с изменением статуса. Скажем, после того, как Советский Союз развалился, они должны были здесь изменить, избрать свою власть. Нет, а им навязали тех же руководителей, которые сидели у них в Советском Союзе, их оставили, вместе они подписали новый союзный договор незаконно. И создали вот эту Российскую Федерацию России 31 марта 1992 года. Вот из этих республик, что были в составе СССР, РСФСР, скажем, ранее автономны, а потом стали союзами, Чеченская республика одна смогла, ей удалось объявить и создать, избрать себе власть, значит, провести референдум, наполнить все структуры власти, всю нашу, значит, территорию и существовать. Государство, территория, скажем, структуры власти, начиная от президента, парламент, местные органы управления, действующая власть. Вот что мы сделали. Вот этот момент сейчас, когда мы это даже сделали, мы это все сделали, и после этого даже нас признала Грузия, которая является членом организации Объединенных Наций, так? Она, и после этого, значит, они даже вот Запад вот от этого принципа не отказывается, и все время эти люди стали заложниками вот этой несправедливого отношения к тому, что они создали вот это современное международное право. Современное международное право они создали после Второй мировой войны, и на этом принципе они не стоят до конца. Я имею в виду западные страны, и Америка, и другие. Они понимают, они действуют по принципу реаль-политики. Вот я мне встречался с ними, они говорят, что это потихоньку мы сделаем. Я был в Америке, они говорили, что потихоньку вот Россия станет демократической, чтобы не пролить кровь, мы это потихоньку сделаем, все это решим. А к чему это пришло? Наш народ потерял почти каждого третьего жителя нашей страны, почти 250 с лишним тысяч человек, 40 тысяч детей. Сколько там людей, сколько они там лопатами били в Украине, то есть в Грузии, людей убивали на демонстрациях, что они делали в Азербайджане. Мы знаем, да, что они делают в Украине. Вот к чему привела вот эта вот позиция Запад. Тогда надо было этот вопрос решать таким образом,
что если вот так, то вот эти все народы имели право на свою государственность. Им не позволили это. И теперь это уже как за пазухой кулак висит в этой Российской Федерации России, а Российская Федерация, власть, она хочет еще больше развиться и позахватывать остальные территории. Они законно захватили нашу территорию, и об этом все молчат. Это неправильно. Я надеюсь, что западные страны, и балтийские, и все те, которые бывший Советский Союз, этот вопрос поднимут и признают, что незаконность захвата нашей территории, признают, что мы создали свое государство, и мы будем жить мирно. И это как раз так отразится на судьбу и других народов из бывшего Советского Союза. Вот в этом вся и причина, Слава. Мгм. Я вот вижу, и вот эта истерика Соловьева, как ее, Да, Макарова, да, ее, по-моему, зовут, Мария, Мария Макарова, или как ее, Захарова. Захарова, да, Захарова ее зовут. А вот эта истерия, она направлена на то, они вначале просто оболгали Джохара и наше правительство, нашу власть вначале. Первый раз, что вот как было, первый год Конституции был Российской Федерации, и как раз к годовщине, вот они в 93-м приняли свою Конституцию, мы приняли на 1,5 года раньше, но они незаконно вписали в свою Конституцию нашу страну. Затем они через год, как раз на годовщину своей Конституции, которую они никогда не уважали, ни сейчас, ни когда-либо в своей истории, под видом наведения конституционного порядка, они и так назвали ту агрессию, широкомасштабную военную агрессию, хотя до этого было уже 3 агрессии военные, которые нам удалось успешно отбить нашей власти, то есть вам. И потом, за все это время они так и не предъявили никаких обвинений ни Джохару Дудаеву, которого сами же российская пресса называла самый честный, самый бедный президент, ни вам лично, Аят, вы все это время, ну, как бы именно в этом контексте не предъявляли. Затем, когда началась вторая вот широкомасштабная война или 5-я агрессия против нашего государства и народа, они взорвали свои дома, свои собственные дома, своих граждан, спящих женщин, детей взорвали и обвинили в этом страшном преступлении нас. Вот, то есть я хочу сказать, что за все это время у них не было никакой юридической основы обвинить наше государство. Просто силой, нахрапом, подлостью, коварством. Только так. Правовой основы, юридической основы никакой не было. Вот таким И сейчас... образом, извини, Асан, вот таким образом они сейчас действуют и против Украины, также и против Грузии, против да. Белоруссии, Молдовы. Вот таким образом. Поэтому все должны вот это как-то искать пути, значит, совместного действия. И нельзя из этого, если будут выбрасывать из этого решения вопроса Чеченскую республику Ичкерия, то это половинчатое решение. Говори, Аслан. И вот то, что вот они сейчас это делают, вот сейчас вот истерия по поводу Пугачевой, то, что сказала, и вот так они начали об этом обсуждать, и другие факторы, которые они показывают, те же, например, люди, которые работают на Кремль под видом ичкерийцев, под видом независимой Ичкерии, хотя для детального наблюдения... Эти люди как раз им нужны. Эти люди, кстати, Аслан, вот диалог у нас, эти люди в 2007 году, 2002 году, 2001 году, везде они приняли какие-то решения, что мы являемся частью России. Вот эта компания Закаевск или другие, они это приняли. А другие, которые здесь на Западе находятся, тоже такие же, как говорится, дифирамбы поют России. Понимаешь? Поэтому это так и идет, да, так и есть. Я хочу что сказать. Они сейчас накручивают ситуацию о том, чтобы юридически обосновать, что Джохар Дудаев был преступником. Они уже говорят, что десятки тысяч. Раньше говорили только про россиян, что вот он россиянам какой-то вред наносит. Теперь уже всех чеченцев, убитых Россией, приписывают на Джохара Дудаева. Как вы считаете, вот эта ситуация, которую они сейчас раскручивают,
она может иметь последствия, продолжение, то есть, что вот они будут доказывать, те предатели, которые под видом ичкерийцев находятся здесь, в Европе, они тоже фактически об этом же говорят. Они везде пытаются пристегнуть Джохара Дудаева и всех его соратников тем, кто фактически виноваты в этом преступлении. То есть Россия не виновата. Вот эти все преступники, Да. бандиты не виноваты. Я понял тебя, Асан. Но разница в том, что они вот об этом говорят, и то, что какие они принимают документы. Вот посмотри, все документы, которые они принимают, все пророссийские. Ну, и за исключением Да. каких-нибудь мелочей. В принципе, все решения, которые они принимают, пророссийские, в поддержку империи. Вот разница в этом. И поэтому вот такое вот выступление Аллы Пугачевой, оно, конечно, их задело сильно, но мы, значит, благодарны Алле за это. За это, наверное, благодарны ей и все другие страны и народы, которые понимают, что речь идет не только о Джохаре Дудаеве, а речь идет о чеченском народе, речь идет и о других территориях, которые захватывает империя сегодняшняя, так? И Украина, и Грузия, и Азербайджан, и остальная Армения, и о тех государств, которые и есть, ну, скажем, и Казахстан, и другие. Обо всем здесь, вот в этом разговоре, здесь вот эта ситуация заложена. Если он хороший, допустим, он действительно так, и это разойдется по всему Советскому Союзу и по всей России, так, то это может измениться мнение о власти, которая есть в России сегодняшней. Поэтому она в этом смысле очень ход хороший у нее. То есть она это не смогла в себе дальше держать. Вот что я думаю, Аслан. В России существует два таких лагеря, если не считать само ФСБ. А вот люди, которые под этим ФСБ уходят, это, ну, если условно разделить, это такие ультранационалисты и прозападники, так сказать. Все они ходят под ФСБ, все они были пропагандистами, все они там поддерживали или молчали, когда нас уничтожали. Но вот и сейчас они вроде бы как бы хотят поделить эту власть. Точнее, то есть взять эту власть, которая там намечается. Как вы считаете, вот эти ультрарусские националисты или же прозападники, из них кто мог бы нам больше пользу принести и почему прозападники, те же евреи, они, да, понимают, поддерживают, где-то говорят хорошее слово за нас, но при всем при этом не протягивают руку помощи. Так попользоваться без обязательств, так сказать. Да, Но мы... мы почему говорим, ты почему говоришь евреи, я понимаю. Но кроме евреев есть и русские, кроме евреев есть и белорусы, есть и молдаване, есть и балтийские народы, есть и, скажем, Я имею в Азербайджан, виду внутри Грузия. России, саму Россию я имел в виду. Ну, ты имел в Борьба виду, за власть внутри. да, они что же вот, внутри России они забиты сейчас, они ничего не могут сделать. У них нет, вот возьми там, вот в Башкирии был какой-то там всплеск недовольства, какого-то там лидера арестовали, они вышли, а потом все разошлись и все. А кто там что-то написал в интернете или что-то переслал, их взяли, попересажали и все. Здесь на Западе есть их представитель, он что-то говорит про это, на этом деле и заканчивается. Но, наверное, они переживают здесь на Западе, вот я так понимаю, и Башкирии, и буряты, и другие, и татары, и вот это за все как бы переживают. Но они как-то, вот, мне кажется, что им нужна тоже вот эта поддержка, и им нужно понимать, что решение этого вопроса
даже если развалится эта Россия, то им нужно решать вопрос таким образом, чтобы эта страна, эта территория, ну, была оформлена как государство. Значит, провести выборы, провести, значит, власти, там, чтобы была на месте, чтобы она была признана, все такое. Там целые процессы, чтобы наполнить ее всей структурой властной, так? Поэтому в этом направлении надо вести работу, а если они могут здесь оказаться под влиянием вот этих вот либеральных националистов, так, то они здесь могут и ошибиться, вот что я хотел сказать. Хотя я думаю, что они не попадутся на их уловки. Вот так, мне кажется, если ты имеешь в виду внутри самой России, так? А так, и внутри России есть тоже евреи, и они тоже, евреи тоже разные. Я сам свидетель. Вот евреи, когда нас высылали, чеченцев, да, все те помещения, жилье, которое у нас тогда забрала советская власть и передала им, они по пришествию их, наоборот, все раздали, даже приветствовали, когда они приезжали на железнодорожном вокзале, даже пляски там устраивали, гармошкой играли, так? И потом, значит, здесь на Западе тоже мы многих вот евреев встречали. Вот я встречал и знаю, вот Виктор Файнберг, мой был ближайший друг, который принял мою семью и все такое, и его семья, и все они наши друзья. Поэтому есть, а другие евреи тоже разные, как и в каждом этом. Здесь дело в том, что евреи, они более, значит, в этом отношении продвинуты информационном, скажем, и экономическом плане. Они имеют большую историю, поэтому они как-то вот сейчас. Нам просто надо смотреть и учиться, что делали и они, и другие народы для того, чтобы себя сохранить. Сегодня у них здесь вот эта вся ситуация, она сложная в мире. И иногда это евреев и подставляют часто. Подставляют. Мы это знаем. Так что мы здесь должны быть принципиальны во всех этих вопросах и справедливы. Вот я так считаю. Да, нужно налаживать мосты, но никому как бы не интересно. Вот я сколько этим занимаюсь, ну, может, интересно, послушать интересно, воспользоваться интересно. Это помощь. Вот этого не хотят. Все хотят себе помощи, но не хотят никакой помощи оказывать нам. Вот в чем проблема. И вы абсолютно правы, евреи разные, российские евреи, я имел в виду именно российские евреи, которые поделились, да, там они и за русский мир тоже есть, за вот это националистический, там есть тот же Соловьев из этой же когорты. Ну, а есть те, которые на самом деле либо обиделись конкретно на вот эту ФСБшную, вот эту фашистскую власть в России после 7 октября 23 года, и Алла Пугачева может быть из этих. Просто, ну, уже, ну, сколько можно это терпеть, если твой народ уничтожают только за то, что они евреи, и ты еще находишься там, но это практически позорно. И знаете, вот тоже хотелось бы спросить по поводу ситуации, которая развивается. 27 октября 2023 года российские банды, которые Россия, Советский Союз десятилетиями, там, почти 100 лет поддерживала, питала их, вооружала и так далее, вербовала, учила русскому языку, обучала и все остальное, они напали на Израиль и убили более 1200 человек, и более 250 захватили в заложники и увезли их с собой. После этого вот этих функционеров, руководителей, там, кого Израиль успел уничтожить, кого-то он там уничтожил, остальных вывезли то в Россию, то в Катар, то еще куда-то и так далее. Но сейчас Россия начинает раскручивать ситуацию о том, что все мусульмане должны встать, причем шииты и сунниты, то есть Турция, Иран, абсолютно даже, можно сказать, религиозно отличаются, но все равно как бы они должны объединиться
против Израиля и США призывают, например, российские пропагандисты, такие как Максим Шевченко, например. И одновременно с этим, ну, фактически он говорит, что это такая религиозная война, вы должны защитить христиан, мусульман и иудеев. Это Максим Шевченко говорит. Одновременно с этим евреи русскоязычные, я только русскоязычных вижу, чаще всего это вчерашние российские пропагандисты, они то же самое утверждают. Не говорят о России, не говорят о том, что это было сделано на 7 октября, день рождения Путина, говорят про мусульман, про ислам там и так далее. Хотя мы 1000 лет все религии сосуществовали, и вроде бы нас всех уничтожать необходимости не было, как мы видим, раз дожили до этого времени. Почему вот такая вот избирательность, на ваш взгляд, может быть, она с чем она связана? Нападают, убивают русские по приказу, чтобы отвлечь от Украины, а виноваты все мусульмане, и в том числе и я, например, который ничего плохого им не делал никогда. Наоборот, только заступался. Как вы считаете? Ну, я считаю, что это очевидно, это провокация. Провокация, столкновение людей по религиозным принципам, противостояние, как бы борьба цивилизации, все такое. А люди должны понимать, что это такое. Религия используется давно и очень упорно властями для того, чтобы сохранить себя во власти. Так ведь? Мгм. Ведь вот смотрите, в России говорят, что царь был от Бога, да? У нас Мгм. тоже там эти муллы те говорили, это от Всевышнего. То есть, когда мы рассматривали вопрос о прием передачи, комиссия была в здании секретном КГБ у нас. Мы когда посмотрели, 98%, так скажем, всех мул, и они все доносили, и, ну, и в том числе и эти христианские, все они доносили все, донос писали в КГБ на то, кто к ним это приходил, уходил. Все мне через них они влияли, КГБ, они влияли на управление сохранение власти СССР. Так что это вот эта очередная провокация, хотя многим людям, когда это говоришь, я помню по себе еще в молодости, когда все это говорили, мне казалось, что это все чепуха какая-то, как это может быть так. Но когда я вот потом вот с этими делами соприкоснулся и увидел это, то это действительно оказалось так, именно так. Потому что они безмолвно вот так вот, почему все эти муллы, почему все эти служители церкви, они все, значит, в благополучном состоянии, у них там никаких проблем нету, они живут припеваючи себе, так? И потому что власть их поддерживает, а они власть поддерживают. А теперь они вот пытаются на религиозной основе столкновение сделать, сказать, что вот здесь это кому это выгодно, смотрите. Вот такая ситуация. Это провокация. И если Шевченко этим занимается, я тоже слышал это, да, или другие занимаются, они там, это так. Вот есть такой вот блогер российский, они там в Украине находятся, один Яковет, кажется, или другой. Там выступает и говорят, вот, ну, раньше я смотрел, что такое, то все. Вот, что бы там ни говорили, вы как бы ни говорили, он заявление тогда делал. Чечня есть часть России. Вот заявление. А это вроде уважаемый такой человек, там, он выступает при украинском, и его все вот там приглашают, смотрят. То есть в нем сидит вот эта имперская жилка. Как бы он красиво не говорил. Этот Киселев там, или этот еще, помнишь, с Америки, как его фамилия, я забываю, как его фамилия, ты не помнишь, Аслан, О которого, ком речь? да, ну какой-то Да. там был тоже, который у нас, Пиантковский? а? Пиантковский? Ну, Пятковский, еще другие, которые там спали, говорили, что это не было, это власти не было, это незаконно создано. Ну, Сейчас не что помню. говорить, незаконно создано. Если незаконно, скажите, на каком основании?
они извращают ситуацию, и все это приведите пример, а у них нету примера, но они там вот эту значит, сплетни разводят и сидят там. Вот здесь отказ, здесь он то сделал, это сделал, как они здесь тоже сказать нечего, они за спиной там всякую там ложь распространяют. От этого дела не будет. А это провокация. Что это может быть? И люди должны это понимать, не поддаваться этой провокации. Никакие здесь не могут быть на религиозной основе это, потому что все это идет от власти, действующей власти. Они хотят столкнуть. Вот этим самым как его, этот Шевченко показал свою суть нам. Ну, он такой, ясно. Это что такое? Это что за разговор? Все время хорошие ведет. Вот чечены хорошие, дагестанцы мои друзья, эти кабардинцы мои братья. Что только не говорят, а потом раз, тебе вот такой провокацию подкинул. Вот и все. А это всегда было. Они там вроде бы хотят, как говорил, Шахрай был у них такой один деятель. Сейчас тоже он где-то вылез, что-то говорит. Говорил, надо загнать их в свой загон, а потом там управлять. Вот этот Шевченко один из этих управляющих, которые они считают. Но люди должны понимать это все. Должны понимать, не поддаваться. И в то же время важно, чтобы это понимали и русские, сами русские в России. Они должны понимать, что при такой власти, которая есть сейчас у них, они никогда не будут спокойно жить. Им всегда придется вот испытывать на себе ненависть, отвращение от других народов из-за того, что они себя так ведут. Ну, не все, но потому что они поддаются этой пропаганде. Здесь вот такая ситуация с нами. Мы уже 1,5 часа, нет вопросов, если в Телеграме там никого нет. Предлагаю сегодняшний стрим наш У меня закончить. только слушатель, да. А, Ну, давай закончим тогда, давай. Мега Завершим. завершим, да. Рейс Хойлон опять у нас получился, он больше по-русски, чем по-чеченски символический. Но это зависит от наших Хорошо, зрителей. все. Они все понимают прекрасно то, что мы говорим. Да. Хорошо, что чечены это понимают, чеченцы, и понимают русские. Значит, и понимают и другие. Они русские могут переводить наш язык свободно через разные там средства Google и другое. Поэтому здесь это для нас важно вот так вот рассказать ситуацию, какая она есть. Давайте. Мега, Адик Йоэль, Маш Оэль. Всего хорошего, до свидания. До свидания.